Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем работать с этой моделью. И так как на прошлом уроке мы с вами подготовили практически все материалы, сегодня мы уже с вами поговорим про текстуры. Итак, первая текстура у нас это текстура дерева. Как вообще работать с текстурами, где их брать, как с ними работать и так далее, все это мы сейчас узнаем. Итак, первое, откуда мы берем текстуры? Думаю, ответ, конечно, очень простой. Мы ищем их в интернете. Для этого нам понадобится обычный браузер, любой, который вы используете. И мы ищем здесь, желательно на английском, набираем Wood Texture, то есть мы можем писать это и на русском, но на английском как бы выбора будет больше. Итак, картинки. Мы заходим в раздел картинок и смотрим на вот эти вот фотографии, разные виды дерева, которые нам представляет в данном поисковом ключе. Дерево, оно разное, и можно выбрать любую, но единственное, что еще можно тут отметить, то что желательно еще дополнительно писать Seamless, либо вот здесь я сейчас нажму Seamless, что оно означает? Seamless у нас означает бесшовность, да, то есть бесшовность паттерна означает, что мы можем увеличивать размер текстуры, да, допустим, у нас пол будет большим, если мы возьмем только такую, допустим, картину, на настоящем полу не может быть такие огромные картинки, да, они должны быть мелкими, и в бесшовном оно будет как бы показываться по-другому. Давайте для сравнения, чтобы вы понимали, да, про что я говорю и видели разницу, давайте мы возьмем сразу как бы несколько текстур. Сначала возьмем обычную текстуру, не бесшовную, а обычную, которая вот нам понравится, так как мы написали, что это будет dark. Но может быть такое, конечно, что мы сейчас выберем текстуру, и она кажется случайным образом тоже бесшовной. Давайте посмотрим вот это. Видим вот эту картинку. Достаточно, да, она большая и вроде бесшовная. Мы его должны сохранить. Мы можем его, видимо, через сайт вот этот скачать, либо не очень, может, качественно просто сделать так, сохранить картинку как через Google. И в изображениях давайте создадим новую папку, так и назовем текстуры. Да, текстура. Здесь уже мы называем, например, вот эту. И мы уже даем название, чтобы не путаться, лучше сразу давать Dark Wood 1, да. И сейчас возьмем Seamless, то есть уже... он говорит, оказывается, что та текстура, которую мы выбрали, она была Seamless. Да, то есть мы выбрали уже... Давайте еще возьмем вот эту текстуру. Мы можем выбрать как бы несколько текстур. Обычно лучше это делать несколько, чтобы был некий выбор. Потом будем искать вот, да, у нас черненькая. И теперь уже будем смотреть на светлые текстуры. Кстати, смотрим на размер. Вот это 280 на 280, очень мелкий. Может плохо смотреться. Этот 450 на 450. Вот здесь смотрим размеры. Если будет слишком мелкий, может плохо смотреться. Давайте возьмем такую картинку. Это мы уже сохраняем. Не dark, да, вот. Light Wood 1, чтобы как бы мы сохраним с вами
светлые текстуры, несколько штук, чтобы тоже на выбор применить для нашего. Вот есть, ну тут есть водяные знаки защитные, то есть обратите на них внимание, если есть такие, то, ну, в общем, лучше не брать. Возьмем вот, допустим, такую. Light 2. Да, то есть мы выбрали с вами несколько светлых на выбор картинок. Мы такую брали или нет? Нет, не брали. 3. Давайте еще одну выберем. Темную. Ну, лучше, знаете, еще что сделать? Можно еще как бы искать такие вот с плашечками, да? Можно написать не просто вот wood текстур, а wood, допустим, пол, да, floor. То есть, видите, чтобы он имитировал нам ламинат или подобную, да, вот еще сохраним под dark, то есть мы будем имитировать немножко пол, поэтому у нас будет темные такие плашечки. Тоже можете на выбор выбрать несколько и уже на следующем уроке посмотреть, как это будет выглядеть, какая текстура оказалась лучше, какая нам не подойдет и так далее. Все, на следующем уроке мы с вами продолжим. Мы на сегодняшнем лишь занимались выбором, сохранением текстур. На следующем уроке узнаем, как же их сохранять, как с ними работать.